В рамках десятилетия детства, рассчитанного до 2020 года, правительство России разработает план действий, которые помогут снизить количество абортов и отказов от новорожденных в стране. В план мероприятий входит пункт о реализации мер по профилактике искусственного прерывания беременности, отказов от новорожденных и медико-социальному сопровождению беременных женщин, находящихся в трудной жизненной ситуации. К слову, надо отметить, что по данным Минздрава число абортов в России снизилось за последний год почти на 9%. У нас в республике тоже немало делается для предотвращения абортов. Работу проводят общественные государственные учреждения. Активно подключается и церковь. В нашей студии Максим Стыров, священник храма Рождества Христова города Сыктывкара, эксперт проекта «Крепкая семья». Отец Максим, расскажите, пожалуйста, что делается со стороны епархии в плане борьбы с абортами? Церковь делает самое главное дело. Она соединяет людей с Богом, совершая молитвословие, совершая богослужение. Она помогает человеку осознать ценность каждой жизни, ценность семьи. Она совершает таинство крещения, покаяния. Это дело главное. Кроме того, ведется большая просветительская работа. Ежедневно мы дежурим в женской консультации, беседуем с женщинами, которые стоят перед этим выбором. И примерно 1/5 часть из них отказывается от этого губительного решения. Мы проводим лекции для подростков, да и для взрослых тоже. Заказываем, раздаем книжки, буклеты, которые подробно рассказывают о негативных последствиях этой операции. Ну и оказывается в том числе и практическую помощь. У нас есть отдел социального служения, благотворительности, который старается откликаться на просьбу каждого человека. Есть общество сестер милосердия. Вот такая работа. Какие-то вот основные причины, почему женщины на это решаются, можно обозначить? Как правило, это в глубине, конечно, непонимание того, что каждый человек есть ценность, драгоценность перед Богом, есть образ Божий, что его нельзя убивать. Проявляется это по-разному. Кто-то, например, находится в незарегистрированном браке. Люди живут, когда девушка беременеет, мужчина ее оставляет, или она сама не хочет брака. То есть вот на сожительство согласна, а семью создавать с этим человеком не планирует, даже говорит, что я его не люблю. Бывают просто отдельные любовные связи мимолетные, которые тоже приводят к таким нежелательным беременностям. Но, к сожалению, бывает и в семьях, там, где зарегистрированный брак и законный, и там, где есть дети. Опять же, непонимание ценности человеческой жизни к этому приводит. Ну и, как естественно, у всех общий страх – это страх перед экономическими проблемами. Страх, что у ребенка будет 2 рубашки вместо 10, что у него будет простой телефон вместо дорогого и так далее. А среди вот молодежи и подростков как часто в последнее время встречаются вот в случае беременности? Не так много, надо сказать. В основном приходят женщины старше 20 лет, до 20, до 30 и старше 30. Что вы думаете насчет, тут неоднократно поднимался вопрос о сексуальном воспитании в школах, такой, да, может предмет даже целый вести. Как вот отношение церкви к этому? Он нужен, церковь говорит об этом, только он нужен не как пособие по предохранению, потому что опыт других стран, он показывает что чем больше об этом рассказываешь, как правильно предохраняться, тем больше венерических заболеваний, тем больше случаев прерывания беременности. То есть можно сказать, что у них так узконаправленно получается? Да, этот предмет нужен как нравственный курс, нравственная основа семейной жизни. Он должен быть нацелен на целомудрие, то есть на сохранение человека в девственности до брака и сохранение супружеской верности. Ну и, конечно, получение актуальных научных знаний о том, как возникает жизнь человека, как он развивается. Вот сегодня есть целое, например, направление в науке пренатальная психология, которое это все рассказывает. Но в наших учебниках биологии, к сожалению, до сих пор устаревшие знания присутствуют. Надо включать более свежие. Ну вот мы, когда обозначали причины, почему происходят аборты, в том числе экономическая, да, вот если женщина получилось так, что забеременела, находится в трудной жизненной ситуации, куда вот в нашей республике она может обратиться, вот, в какие органы, или, может быть, прийти опять же в церковь для начала? Конечно. В первую очередь можно и нужно обратиться к Богу. Обратиться к Богу в молитве, обратиться к Богу в покаянии, потому что Господь всесилен, Господь вседержитель, и Он творит чудеса. Когда человек обращается к Нему не просто с просьбой «дай» или «помоги», а с покаянием в своих ошибках, которые привели к этой ситуации, происходят настоящие чудеса. Вот я расскажу кратенько одну историю. Несколько лет назад пришла женщина в женскую консультацию, у которой было 3 детей, у которой не было своего жилья, она жила в общежитии, которая на тот момент потеряла работу, имела плохие отношения с родителями, у которой не было мужа.
И она принимает решение оставить ребенка вот в этой, казалось бы, тяжелейшей экономической ситуации, проявляя веру в то, что вот этот ребенок нужен, то, что она не имеет права свою ошибку переложить на другого человека. И, вы знаете, вот прошло несколько лет, у нее есть уже своя квартира, у нее есть работа, дочка ходит в садик, и несколько недель назад она написала сообщение о том, что они ждут уже 4-го внука. Вот дочки вышли замуж, вот все налаживается, а вместе они покрестились, поэтому прежде всего надо обратиться к Богу. Ну и, конечно, можно обратиться и за конкретной материальной помощью. Есть у нас вот тот же отдел, например, социальное служение. Он собирает одежду, и мы, например, этой женщине тоже передавали какие-то вещи, необходимые для ухода за ребенком. То есть, в принципе, выход есть, можно конечно, так сказать. Конечно. Даже в самых, казалось бы, безвыходных ситуациях через Бога выход есть всегда. Ну и в заключение вот вопрос. Проект «Крепкая семья». Что он из себя представляет и основные его задачи? Проект «Крепкая семья» направлен на укрепление семейных ценностей в нашей республике. Наше сотрудничество состоит в том, что в рамках проекта нам помогают закупать, например, вот эту просветительскую литературу. Она ведь не печатается бесплатно, мы должны ее доставлять, мы должны ее оплачивать. Вот. Мы получали неоднократно финансовую помощь на закупку этих книжек. Проводился дискуссионный клуб специально. Вот прошлой весной мы проводили обсуждение, которое имело важный общественный резонанс по этой проблеме. И оказывалась помощь в размещении таких позитивных картинок вот, в учреждениях здравоохранения. Например, там, они родились 17-ми. То есть про известных людей, которые были в семье, там, например, 5-ми, 9-ми, 10-ми, вот, которые настраивают человека на то, что каждый ребенок может быть очень нужным в этом мире. Спасибо вам большое. Желаю удачи, успехов в вашей работе. Надеюсь, что многие женщины, семьи, да и мужчины тоже могут повлиять, опять же, на своих женщин, да, чтобы как можно больше детей у нас на свет появлялось. Спасибо вам большое. Благодарю вас за беседу. До встречи.